Мгм. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Витаю всех, друзья. Сегодня 15 марта 2025 года, 19 часов 7 минут по центральноевропейскому времени, 21 час 7 минут по городу Джахару. У нас очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства. 109-й стрим сегодня. Сегодняшний стрим я назвал «Перемирие с Путиным. Реальность или опасная иллюзия». С нами снова Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. И всем у всех есть возможность задать в прямом эфире вопросы, принять участие в нашей сегодняшней беседе. И все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, думайте о своей безопасности. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, общайтесь, задавайте вопросы. И я сразу передаю слово, как обычно, Аяду Идигову. Аяд, Маша Ойло, приветствую тебя. Маршал Пулгал, приветствую всех, кто находится в нашем стриме, кто будет нас слушать. Но сегодня мы будем говорить по теме, которую сказал сейчас Аслан. Это что за, собственно говоря, выходки делает сегодня Путин после того, как вот такая вот ситуация подведена практически к тому, что Путин должен ответить, готов он остановить войну или не готов. Вот здесь его как бы подвели, вот, подводят потихоньку, подвели, и теперь он пытается выкрутиться, и насколько я понимаю, что он хочет, что он желает. Единственное, понятно нам с вами, что и с самого начала он заявлял, что он ни на какие уступки не пойдет, что делать ему нужно сделать для него те уступки, которые он требует. А что он требует, это мы с вами знаем. Это чтобы ему оставили те территории, которые он захватил раньше, еще в 2014 году, и те территории, которые сейчас он захватил. И чтобы освободили его территорию, там Курскую область, которую он там якобы все захватил. А на самом деле ничего там не захватил, просто украинцы отошли на новые позиции, но не сдали. Вот такая ситуация, которую мы знаем из всей информации, которая сейчас до нас доходит со всех там агентств, украинцев, и другие все это говорят. Ну что с Путиным? Путин думает, как так или иначе Путин не может практически пойти на эти уступки. Пойти на уступки, это значит ему, как говорят у нас всех там, каюк ему. Практически да. Политически он становится уже не той фигурой, он становится человеком, который сейчас обещал то-то, то-то и то-то своему народу, обещал своим там политикам, развел там вот эту пропаганду о том, что на него напали, что это не он виноват и все такое. Ну, тут я думаю, что он хочет выйти, и в этом смысле ему пытается, в какой-то степени ему пытается помочь и президент Трамп. Почему я так считаю? Потому что, что бы то ни говорилось, он все время начинает его как-то похваливать, начинает говорить, что я его знаю, он пойдет на это. И вот он как будто бы и пошел сейчас. Вот мы видим, да, я согласен на перемирие, конечно, но только есть какие-то нюансы. То есть вот здесь эти нюансы, они главнее, чем вот это все перемирие, это 30 дней, это все, что они крутили, вертели по всей, так сказать, Саудовской Аравии, в Турции и везде по всему миру. То есть вот эти нюансы как раз сейчас и главное. То есть это мелочи, которые он говорит. В мелочах-то и суть вся сидит. И что они теперь предлагают, что они хотят сделать? Мы видим, что они требуют, чтобы вот им передали все то, что вот я называл, но в намеке они делают. Но окончательного какого-то решения
но до сих пор мы не видим и не слышим. Мгм. Почему этого нет? Что это такое? Так, я думаю, должен был возмутиться Трамп. Однако он не возмущается почему-то. В чем дело? Это дает нам мысль думать о том, что вопрос здесь более серьезный и более глубокий. Здесь какая-то вот идет большая игра, основанная, как мы все понимаем, в основном связанном с бизнесом, как говорится. Мгм. И когда вот эта политика вся, вот, собственно говоря, когда любая политика увязывается с какой-то персоной, так, и Мгм. ради него якобы все это делать, он все это решает, то в конечном итоге мы видим, что это неэффективно. Это не тот момент, чтобы этим персоны думали об общем, скажем, вопросе человечества в данном случае или общем вопросе, скажем, своего народа. Если Мгм. начинают вот они как будто бы я, то это. Вот обратите внимание, что сказал Зеленский. Я почему привожу такой пример, то потом еще дальше сказать. Вот Зеленский сказал, что я готов уйти, если вы примете Украину в НАТО. Он прямо сказал. Если вопрос во мне, я готов. Да. Такой же вопрос поднимали несколько раз, помню, против нашего первого президента Жахара Дудаева. Он тогда тоже заявил, если вопрос во мне, потому что его там пытались критиковать, обвинять во всех там непонятных, значит, лживо во всем обвинять, он сказал, я готов уйти и больше в политику участвовать не буду, если вы признаете то, что в соответствии с международным правом решено и признано наше государство, чеченское государство. Я готов уйти, если вопрос во мне. Так и он заявлял. Но не в том случае, не в этом случае я не вижу никакого, значит, ответной значит, реакции. Напротив, какие-то темные дела, какие-то темные заявления и не договаривать что-то там, какие-то нюансы говорят. И вот даже сейчас, когда стал вопрос о том, что необходимо обеспечить восточную часть Евросоюза атомным оружием, как это предлагает Польша и другие страны балтийские, то вот вице-президент Венс выступил и против, заявил, что он против. Он даже сказал так, если бы, вот мне здесь слышал, здесь говорили, если бы я еще не говорил президентом Трампом, он так сказал, но если бы он с этим согласился бы, то есть поставить оружие, скажем, туда, в Польшу и Балтийские страны, то я бы был очень удивлен. Представляете? То есть этот Венс, он ведет какую-то непонятную, еще более как бы жесткую платформу, на которой он останавливается. И как будто теперь Трамп вот опирается вот на вот эти дела. И на того же самого, скажем, других вот этих его окружений людей, в том же и Маск, и другие, вот они все вокруг него как бы такие. То есть это бизнес. Так, связь пропала. Так. Приношу извинения за технические неполадки. Это часто происходит, как вы уже заметили, на наших стримах, потому что постоянно наши стримы подвергаются дозатакам. Фашистская русня всячески пытается помешать Аяду Идиго уговорить у нас в эфире, и нам он мешает. Ну и, конечно же, их троллятина, которая, как вы видите, заполняет просто наши эфиры.
Сейчас, секунду. Уберем немножко троллятины. Оборвалась. Да, связь прорвалась, и экран черный появился. Да? Мгм. Ну, что-то здесь у меня тоже вот, прерывается. Ну, ничего, хоть есть, но экран. Мгм. Одним словом, мне так кажется, что здесь вопрос, вот когда вот персона какая-то выделяется, и ему даются все полномочия, чтобы он там решал, и он является главным, то в конечном итоге это неэффективно для страны, для народа, для мира. Здесь идет спор о том, кто, значит, здесь больше заработает. Как бы вот так вот. Вот Мгм. это все очень плохо, это очень негативно сказывается на самой ситуации в стране и в мире. Это здесь вот проявляется, мы видим это. Украина же ведет себя в этом смысле достойно, и хотя, конечно, в Украине тоже есть недостатки, но мы не будем говорить, эти недостатки в ходе войны, они не являются сейчас решающими. Решающими является, может, будет ли оказана помощь Украины в победе над злом. Вот о чем идет речь. Зло – это империя, зло – это Путин, который сидит во главе этой империи и раскручивает свою атомную бомбу, угрожает остальным людям в мире. И, естественно, он планирует, как мы все понимаем, планирует захватить и другие территории бывшего Советского Союза и пойти дальше, если ему это позволит. Европейцы это понимают. Европейцы понимают, и в этом направлении они сейчас как бы начали активно встречаться, говорить. Даже они на Америку не складывают какие-то ответственности, но говорят, если что, она нам поможет. Никакая ситуация, но люди, которые пришли к власти в Америке, они как коршуны, как-то себя ведут непонятно. Мне казалось до сих пор, что они как-то образумятся, что они хотят, чего они, значит, добиваются. Как это можно говорить? Вот мы хорошо знаем, что Путин это не агрессор. Агрессор, войну начал, значит, Киев, то есть Зеленский. Но это же называть черное-белое или наоборот. Но это вещи мы знаем, это из области фантазии разной, как и фантомас, скажем. В общем, вот такая ситуация в целом. Сегодня она еще не разродилась, и сегодня весь мир в ожидании, что же скажет Путин, что он будет говорить в ответ на это. Вот уже сколько дней ждут все, когда вот он примет вот это предложение перемирия, чтобы начать вот эти переговоры. Кстати, объявили, Зеленский уже назначил команду, которая будет на этих переговорах по перемирию вести с российской, скажем, американской, европейской, ну, то есть свою команду уже обозначил Зеленский. А Путин до сих пор вот с этими своими нюансами сидит, не разобравшись. Ну, так, в целом ситуация такая, которую мы сейчас все ждем. Что же скажет, как они будут выкручиваться, что они будут говорить. Вот это вот сейчас главный на данный момент вопрос по этой политике. Но несмотря на это, все вот эти перемирия, все, как мы видим, Кремль продолжает бомбить, Кремль продолжает посылать свои ракеты, свои дроны, убивает мирных людей и Мгм. притом бьет по мирным городам, по мирным жилищам, селам, значит, городам. И каждый день мы видим эти передачи, и мир от возмущения не лопнет, понимаете? Мы тоже думали когда-то, когда нас день и ночь бомбили чеченские,
народ. Мы думали, что мир сейчас встанет и защитит нас. А нет, никто нас защищать не стал, никто за нас не впрягся, наоборот, против нас, как сегодня мы видим, что происходит с этой войной. Украину напали, они говорят, что Украина напала. Точно так говорили и на Чеченскую республику, на чеченский народ. Они говорили, что мы на них напали. Они говорили, что там поход Басаева, вот мы напали. Там другая ситуация, еще говорят, мы напали. Во всем обвиняли чеченский народ и не имеем под это никакой юридической правовой основы. Вот что происходит. Сегодня идет борьба, в основном борьба идет за то, чтобы в этом мире человек мог жить и чувствовать, что он защищен хоть в какой-то степени властью, законами, международным правом. А это хотят как раз отнять у всех людей, которые там проживают на этой земле. Это хотят сделать диктаторы, это хотят делать страны, о которых мы с вами знаем. И, естественно, что бы то ни было, борьба здесь будет очень жесткая. И если сейчас Путин не отойдет, вот в нем как бы вся проблема. Вот взять бы сейчас, уйти и сказать, я ухожу, давайте вы решайте, я, значит, ну дайте мне, допустим, гарантию безопасности. Я думаю, ему предоставили гарантию безопасности, и он бы ушел. И было бы все, может быть, иначе. Тогда бы ситуация, может, изменилась бы. И сделал бы это, уходя не просто так, а разрешил бы, чтобы ситуация изменилась. Он же понимает это. Когда он пришел к власти, когда, помните, в самом начале, он говорил о демократии, он говорил о свободе личности, говорил о праве человека и все такое, рассказывал он и Медведев. А потом, смотрите, в каких коршунов они превратились. Тогда казалось, когда они нападали на Чеченскую республику Ичкерия, что они где-то что-то не понимают. И пытались наши вот лидеры, наши президенты, мы много раз с ними встречались в Москве и в других местах, и все время у них как будто бы недопонимание какое-то. А на самом деле они не считались ни с нами, ни с другими. Они-то с нами не считались, но на самом деле они были сами мерзкие и низменные в своих вот этих страстях, вот так вот унизить остальных людей, остальной народ, скажем, и даже свой народ они в такой ситуации держат. Надеюсь, что мы дождемся того, что скажет сейчас Москва, и потом, надеюсь, главным образом, что правильно себя поведет президент Трамп. Вот я на этом и закончу, Аслан. Пусть вот вопросы, ответы давайте на этом. Спасибо, Аят. Друзья, призываю, напоминаю, задавайте вопросы, давайте обсудим сегодняшнее положение дел в мире, в частности, между Украиной и Россией. Аят, я всех, друзья, приветствую, кто вошел, всех салам алейкум, шалом, витаю, приветствую всех. Аят, если не будет этого перемирия, мы видим уже дивиденды, которые Путин извлекает из этого. Они уже и Курскую область освобождают, он уже в военной форме, уже набирает себе политические очки. Но если все-таки он не пойдет на это перемирие, к которому его фактически подвели и поставили перед фактом, что может произойти дальше? Но тогда, если он не пойдет на это, ответ один, что нужно остальному, скажем, миру, Западу, я имею в виду Европейскому Союзу и другим странам, которые сейчас вот как бы они объявили о том, что нужно объединиться. Есть туда Япония подсоединилась, там Новая Зеландия, европейские вот эти все страны, так? Ну, естественно, Англия, все это, они объединяются. Нужно, значит, санкции, чтобы были усилены, да? Нужно работать в политическом плане
по всему миру вот эту широкую пропаганду против этой, значит, э, вообще это гидры, понимая, что она с собой несет, нужно против этого бороться. Но если они не будут отходить, конечно, и военная сила, силовой вариант тоже здесь должен быть обязательно противоставлен такой, чтобы она не смогла, я имею в виду Россия, не смогла здесь победить. Необходимо, чтобы Россия убралась с территории Украины, со всей территории. Необходимо, чтобы она убралась с территории Чеченской Республики Ичкерия, Грузии, Молдовы, ну, естественно, и территории, которые они фактически захватили в Беларуси. Вот что необходимо, чтобы было сделано. Они же, мы знаем с вами, они же делают претензии, имеют и на все другие территории. Я назвал те территории, которые объявили себя по праву и закону, создали свои государства. Они на это не хотят идти, и Кремль понимает, если, то есть, вернее, Путин понимает, что если он в этом плане, значит, какую-то отходную не сможет сделать, так, то ему в этом вопросе не поздоровится. И он будет идти до того, чтобы нам и дальше упираться, чтобы цена, допустим, его ухода была больше. Цена, допустим, он хочет поднять планку, ее сделать такой, чтобы вот я ухожу, ладно, по вашей просьбе, вот такие-то, такие-то. И в это, я боюсь, они могут втянуть туда, что якобы территория Грузии, Чеченской Республики, Ичкерия и другие там территории, там Молдовы, что это все время все же оставит, мол, России и все такое. То есть он хочет вот эти вещи вот все творить, в нем это уже сидит, и у него уже не выветришь. Он хочет на этой платформе двигаться и здесь какие-то выигрыши иметь все же, хочет иметь выигрыши, но я думаю, что он никакие выигрыши здесь и даже и в этом случае не получит. Просто это будет для меня формальность, для того, чтобы вот мне вот это обещали, и я поэтому ушел. Вот он хочет хорошо уйти, а то, что он начнет там атомную бомбу или бросить ее, в это мне не верится в этом. Я убежден, он это не сделает и не сможет сделать, потому что это ему сразу самому, как говорится, конец придет. Ну, вот такая ситуация на данный момент, как мне Мгм. кажется. Вчера, выступая в департаменте юстиции, Дональд Трамп рассказал очень интересную историю. А, Она не относилась к основной теме его выступления, но вот он в процессе рассказал одну историю про одного своего знакомого, который его поддерживал, когда он баллотировался в президенты, и что он даже финансировал его избирательную кампанию. Мгм. И как-то он его пригласил, и они выступали где-то вместе, и тогда тот попросил слова, и Трамп предоставил ему слово. И в этот момент тот вышел и сказал: "А вы знаете", показав на Трампа, тот человек сказал, что этот человек может нанести ядерный удар, как бы не остановится. Вот я сейчас не точно цитирую, но приблизительно сказал об этом. И, как вы считаете, Аят, если, эскалация не будет приостановлена хотя бы на 30 дней, как сейчас требует весь мир от России, может ли быть нанесен ядерный удар по фашистской России? Я не думаю, что по России будет нанесен атомный удар со стороны других стран. Это Россия может там в панике какой-нибудь или в какой-то ситуации, или по недоразумению что-то выкинуть, какой-то номер. А по ней будет нанесен удар только в том случае, если Россия это сделает сама первой. Вот в чем здесь вопрос. Сам-то Трамп это говорит, наверное, для того, чтобы сказать, что он такой жесткий и крепкий. В общем, смотрите, это такой человек, уже об меня об этом уже сказали, что я такой могу это сделать. Наверное, вот я так полагаю. Для чего он это рассказывал? Ну, он сам себя рекламирует везде, сам себя называет великим и крепким.
хотя в этом ему и не откажешь, но вопрос в том, что он должен вот это все относить к благу, скажем, людей мира, благу свободы, демократии, значит, гарантии безопасности, для справедливости. Вот для чего он должен посвятить вот эти все свои года президентству, мне кажется. Президент такой большой и великой страны должен в этом направлении трудиться, а не спорить по мелочам. Вот там ты это скажи. Может быть, он хотел его, сейчас мне кажется, как-то вот, ну, заманить, что ли, заставить его. Вот как будто бы он его сейчас и заманил в какой-то степени. Вот давай, мол, теперь скажи, вот Украина согласна, на Украину он давил, вот они согласны все это обсуждать, давай ты теперь. И даже в этом случае он не хочет делать. Видишь, вот как обстоит ситуация. Вот такая вот у него, как говорится, закваска у Путина. Они там думают, что делать, как. Но что бы они не думали, не говорили, в любом случае, мне кажется, что, конечно, есть недостатки не только там, скажем, в России, но и в других, и западных стран, везде. Там есть свои недостатки, недочеты, потому что это эволюция. Что было там 500 лет назад, 1000 лет назад и раньше, это уже не то сейчас. Сейчас современное, значит, время, и здесь все развитие уже идет как-то в том направлении, и мы должны понимать, что и как мы должны на этом свете жить. Нам вот своих детей оставлять, внуков здесь оставлять, уходить. А как они будут жить? Можем ли мы их подвести, к какой-то черте, к обрыву и уйти? Нет, мы должны сделать все, то, что должно было сделать, и что сделали наши предки, наши прежние поколения. Они всегда боролись тоже за то, чтобы сохранить это, скажем, положение, сохранить справедливость, боролись именно за справедливость, а не за то, чтобы кого-то там закабалить и убить. Вся борьба шла вражды, вражда была между этими диктаторами и теми населением, людьми, которые боролись за справедливость. И сегодня вот мы пришли вот к такому вот состоянию, когда мы видим, какой вот сегодня уровень морально-нравственный, значит, научно-технический, ну и все остальные там культурные, другие религиозные, мы видим, что происходит. Из этого мы должны сделать вывод и не давать себя обмануть дальше, чтобы мы не попадались вот таким вот людям на крючок, чтобы они не могли обмануть, как Путин, к примеру, или другие диктаторы в этом мире. Так что произойдет сейчас в той стране, которая сегодня пытается во главе с Трампом, президентом Трампом, решить эту проблему, в каком направлении он будет сейчас действовать, вот от этого сейчас зависит немало. Хотя в целом все зависит, конечно, от остального всего мира, который, если дело пойдет так, если он объединится, весь остальной мир, и сам, значит, и Трамп тогда пойдет на попятную, я так думаю. Аслан? Мгм. Если, например, а, согласится Путин на перемирие, Да. вот в таком случае, что грозит, ну, в чем польза для Путина? Или избежит Ну, для он пользы... новых санкций? Да-да-да, договори, Да. говори. Вэллаун шаид хадис. Да. Ну и какая ему польза? Польза-то для него сейчас надо не пользу, а как свою шкуру спасти ему главное. И как бы, значит, он уже понимает, что и возраст не тот, и что он может, значит, навредить всей своей семье, близким, и все это он понимает, и может быть так вот, знаешь, выброшен, как некоторые ливийские или другие диктаторы там в Ираке, мы знаем это, да? Вот чтобы такого не было, он этого опасается, конечно. И хочет как бы
в кавычках, достойно уйти. Я так думаю. А пока он еще этому еще не пришел. Ему там еще недолго сидеть, я так полагаю. И, а в целом мы про эти личности говорим. А на самом деле мы должны говорить о том, что вопрос вот в чем. Будет ли справедливое и мирное существование в этом мире, чтобы, допустим, могли люди э, быть спокойны за то, что в их жилище не войдет какой-то бандит или какая-то армия, не уничтожит их по национальным, расам и другим принципам. Будет ли это или нет? Вот в чем вопрос. Вот за это мы боремся. Вот против этого, чтобы это не развивалось, против этого борется как раз-таки весь демократический мир. Хотя и в демократическом мире тоже есть свои недостатки, свои нюансы, как скажем, которые мы, допустим, или ты, или я, или другие друг другу там не приемлют, может быть. Потому что в каждой там части мира или истории развития у них были свои какие-то, значит, правила, законы, традиции. И это не сразу так принимается, как кажется. Вот раз взял и сказал, человек стал, скажем, с первобытного общинного строя, вроде бы он тут же стал демократом. Такое не бывает. Здесь нужен какой-то процесс времени, эволюция нужна. И это надо позволить, чтобы это не было вот это сделано таким образом. Там отрубил, отрезал, побил, заставил. Это не должно быть. Должно быть сделано таким образом, чтобы люди понимали, что отношение к ним, как бы там они себя не вели, все же терпимое. И, конечно, не давать, вот, чтобы они переходили за барьер, который невозможно сегодня представить в этом мире. Вот мне так это видится, Аслан. Баркалай, интересует. Эд Мамедов задает вопрос. А, Как вы думаете, народ РФ также зомбирован, как, например, люди из Северной Кореи? Казалось, один народ Южной Кореи свободный, а Северная Корея зомбирован. Русские такие же? Вопрос. Я думаю, мы знаем хорошо русских, мы знаем. Они вот все это время, многие вообще, по крайней мере, большинство, я не скажу за всех, они находятся в зомбированном состоянии. Они не поняли, что такое демократия, они не поняли, что такое свобода, они не поняли, что такое, значит, современная вот эта ситуация, в которой они должны сами как бы решать. Пришла свобода, и свободный человек, мол. Они свободу не понимают, как ею пользоваться. Они привыкли, что царь-батюшка придет и все решить. И то, что он там и захватит территорию, они поддержат, и свои проблемы, которые у них есть, они царь-батюшка придет и решит. Но это я имею в виду в тех частях России, областях, где люди, значит, ну, веками, скажем, сотнями лет живут, и вот их развитие вот в таком плане, у них такое мышление. Им кажется, что вот мы великие, потому что нас все боятся. Вас боятся, потому что вы какую-то глупость можете совершить. А если уж дело дойдет до чего-нибудь, тогда вы можете погибнуть. А это не понимают многие. Потому что, видишь, они выпускают каких-то там женщин, бабушек и других, они начинают там критиковать, учить там. И это действительно соответствует той ситуации, которая есть в целом во всей России. Вот я знаю многих людей, ну, естественно, и русских в первую очередь, да, которые были вроде бы и вместе работали, учились. Они все вот внутренне, они вот такие, понимаете, они вот такие. Они это поймут только тогда, когда, как говорится, под нос придет этот, скажем, опасность придет, когда они увидят это. А так, чтобы вот вразумить и понять это, очень мало людей среди них. Да, их невозможно пока что. Они чувствуют, что они, мол, это
великая империя, что у них такая захваченная территория, они великие, они захватили, они побеждали всюду и всюду. Ведь, допустим, мы тоже не знали, основном я не знал, и другие не знали. Оказывается, во всех войнах, в которых участвовала там Россия, она всегда побеждала. Вот из истории всегда было так, она всегда побеждала. Оказывается, все вот эти новые научные или там ученые, которые там все это сочиняют, это они первые сделали. А теперь выясняется, что много из того, что они говорили, они первые не делали, они просто плагиатством занимались и говорили, что они первые. Даже и в литературе, и в поэзии мы это везде все замечаем. Поэтому вот такая пропаганда идет по всей России, шла. И сейчас идет. Мы это видим. Сейчас она более мощна, чем прежде. Прежде там телевизор немного был, там где-то почитать и все. А сейчас и старики, и молодые сидят в компьютерах, в телевизорах каждый день, каждые 24 часа в сутки им это толдонит в голову, и они действительно в это верят на самом деле. Людей, которых мы с вами знаем, они вот даже те, которые они стали осторожны, стали думать, что мы не правы, допустим, не правы. А зачем вам вот страна, зачем вам республика была, нам говорили некоторые вот деятели, которые вот по Северному Кавказу, когда мы ездили к ним, и говорили, вот мы, а зачем вам, почему вы одни хотите, другие не хотят? Но если вы не хотите, вас никто не заставляет. Мы же не заставляем вас, значит, становиться таковыми или это просто говорим свою позицию, рассказываем. Они вот так вот, понимаете. Это даже на Северном Кавказе вот наблюдалось. Вот когда мы объявили о своей государственности и в разных республиках Северного Кавказа бывали, там в их парламентах, там на встречах, везде эти вопросы они поднимали тогда. И они говорили, что мы в этом вопросе виноваты. Но так как они милосердны, они попросят, мол, чтобы нас, мол, не убивали, что вот вас жаль, они говорили нам. А нам было жаль их, потому что у них было это рабское мышление, рабский дух. Вот что было у них. А наши люди понимали, что мы не позволим и не хотим так вот идти и вот так вот, как на убой, как на, скажем, э, идти, когда вот стадо баранов на мясокомбинате ведет какой-нибудь козел. Вот этот козел уходит, а остальные стадо каждый целый день заводит, а его просто кормят. Мы прошли очень тяжелый путь, наш народ, и мы испытали 6 ссылок было. А мы от 3 миллионов, от 2 миллионов человек, чуть небольшим, еще в 30-м, 700 году, 1700 году, нас настолько, значит, убивали, уничтожали, нападая, довели до 100-120 тысяч человек. И потом в последней вот войне ссылки, многие там говорят, русские особенно говорят, что там вот было там 400 тысяч человек. Нет, неправда. Это неправда. По нашим архивным данным, нас было около 1 миллиона человек, которые выслали, это правда с ингушами вместе, которых выслали, а вернулись назад всего лишь 400 тысяч человек. Почти 700 тысяч человек они убили, сожгли, утопили, растлевали, понимаете? И это делала вот эта империя. И когда 400 тысяч возвращались, то это вот 100 тысяч, это было только вот то, как на рост. То есть это 100 тысяч, это были молодые дети, все такое. Значит, от почти 1 миллиона вернулось только 300 тысяч человек. Вот что делает эта империя. И поддаваться на то, что чувство от них какое-то там милосердие или в этой системе власти не приходится. Вот что я думаю. И Украина правильную позицию в этом вопросе занимает. И я, скажем, рад, что остальной мир это понимает, и весь мир сейчас на этих позициях стоит. Думаю, что и Трамп тоже в конечном итоге, может быть, он и хотел бы сделать так, как надо, но Путин это не тот человек, который
там думает. Это не тот человек, которого мы знаем. Мы-то хорошо знаем, допустим, чеченцы. Мы знаем хорошо, что они делали и на что они способны. Мгм. Вот так вот. Мы Башкала, это. Башкала, вот такой вопрос, немножко на другую тему. Вот, убрал он этот вопрос. Так, Мгм. а, тогда такой вопрос от Эркин, Казахстан. Мгм. А, э, США больше не являются шерифом по миру? Конец демократии? Ну, я вот сейчас в самом начале сказал, что персонализировать ситуацию, так, увязывая с одним человеком, не стоит. Потому что США это есть система сдержек и противоречий, там все остальное, там есть система власти. Эта система власти вот сейчас она, как вот было в Германии тогда, власти пришел Гитлер тоже, так? Но в конечном итоге его пришлось там военным путем свергать, так? Мгм. Здесь вот ситуация так сложилась сейчас, что в демократических условиях могли вот таким образом пришли к власти люди, которые сегодня или они имеют какую-то свою там идею, которая непонятна нам с вами, но на самом деле мы-то понимаем, о чем идет речь. В любом случае речь идет о том, что а, сама Америка не позволит, мне кажется, народ не позволит, потому что народ там, видите, выходит, там идут протесты, там идут высказывания в Сенате, в Конгрессе, там на улицах есть 100 людей. В то же время есть и люди, которые поддерживают Трампа и его позицию. Но мне кажется, что хватит, может быть, вот это все заигрывать с этим Путиным, потому что Трамп, наверное, думает, что можно это решить вопрос так вот низким путем, где-то оттянуть назад всех и установить какой-то мир. А мир-то нужен не временный, а нужен постоянная, как говорится, безопасность, чтобы они не могли напасть. Создать надо условия такие, что в любом случае, если он, скажем, агитатор, э, скажем, вот этот Путин, если он будет нападать, да, он тогда должен сразу понести наказание и сразу должно быть противодействие. Такая система сдержек должна быть сейчас. Вот. И об этом думают вот европейцы, об этом и говорит и президент Зеленский. Я думаю, что это правильно. И он, конечно, сегодня он не шериф, потому что ему, он чтоб там не говорил, вот Трамп, так, по-моему, он сам это тоже понимает. Вот и не случайно же он говорил, что он там человек, который нанесет ядерный удар. Это ну, уже как бы он переходит на другую риторику. Он раньше не говорил про это никогда. То есть он может говорить, смотрите, ребята, вы там что бы ни делали, если будете так себя вести, и я могу это и сделать. Это намек на это, я так понимаю. Поэтому я вот знаю, что они хотят захватить, конечно, и Казахстан, они хотят захватить и другие территории. Если бы мы всегда говорим, вот, чеченцы, что если бы тогда нас, когда можно было Россию поставить, как говорится, на свой, как говорится, барьер, чтобы он не лез, тогда если бы нас защищали, тогда давали бы нам возможность и выступили все страны, допустим, которые вышли из Советского Союза, не, не мешкая и не говоря, вот Чеченская республика, там у них территория маленькая. Нет, когда-то у нас территория была гораздо больше, в несколько раз было. Но не в этом дело сейчас. Вопрос в том, что мы хотим жить в этом мире и развиваться мирно с другими народами и в своей стране, сохраняя свою культуру, язык, традиции, все остальное мирно. А нам это не позволяет. И не позволяет и Казахстану, и другим, мы как видим, и Украине, братскому, в кавычках, народ, как они говорят. Какой братский народ России, что они говорят. Теперь мы вот, у нас глаза открываются на все, что и как они что делали. Но в любом случае в России есть люди, и есть определенная, там, скажем, часть населения, которая вот это все понимает. Я
думаю, что они, понимая ситуацию, возьмут под свое, как говорится, лоно, возьмут ситуацию, изменят. Таких людей мы там знаем. Есть такие люди в России. Были и сейчас тоже есть, насколько я понимаю. Только нужно, чтобы ситуация немножко вот здесь вот международная повернулась лицом к этому, и тогда, возможно, все изменится. Я в это верю даже, потому что сегодня Украина на переднем фланге в этом вопросе. Вот так вот. Спасибо, спасибо, Аят. Мгм. Так, Всем. здесь вопрос, ну, немножко отвлекаясь от темы, а потом вернемся, если будет нам интересно. Аят, россияне все время повторяют, что чеченцы, ингушей и крымских татар выслали, чтобы создать израильское государство на Северном Кавказе и Крыму. Это разве не антисемитизм, пропаганда? Вот такой вопрос. Это они говорят, чтобы нас направили, наше внутреннее, значит, мышление направили против Израиля, против Да. евреев. Почему не Вот создали? именно, да. Почему вот то, чтобы не... А Выслать-то зачем выслали. вы это все это, евреи, я как рассказывал, они только евреи сохранили наши жилища из высланных из Да. Чеченской республики тогда, и Чечен-Ингушетии. И все это вернули, вернувшимся. А вот представители наших братских соседних народов, из них не они, а их некоторые представители до сих пор не отдали эти Да. территории, и вот эта проблема стоит. А евреи, несмотря на это, отдали. То есть, ну, конечно, евреи здесь говорят, что они во всем правы, мы тоже не можем говорить, что евреи или Израиль во всем прав, мы тоже не можем, потому что такое не бывает. Сегодня мы видим, какая ситуация на Ближнем Востоке, видим вот вопросы с Палестиной, как связано, как этот вопрос там решается. Они тоже, их руководство тоже разное, евреи тоже разные, мы это понимаем. У нас есть очень хорошие друзья евреи, которые были. Я тоже хочу сказать, что вот моя семья, когда вынуждена была бежать в Европу, то именно один из этих евреев, это Виктор Файнберг, он приютил мою семью из 10 человек в однокомнатной квартире 2,5 года, значит, помогал, сам значит, уходил, говорил, тихо, иду к соседям, а сам, оказывается, с вещмешком уходил и где-то там на улице под каким-то там забором прятался, спал. Да. Представляете? И он, все, что там у него было мало чего, приходил, и вот это все наши, семье нашей помогал, там дети, все это помогал. Это был очень такой, знаете, человек мира и очень такой добрый человек. И это был еврей. И через него мы видели, как вот другие были, другой национальности были люди, тоже были и хорошие, и плохие. Поэтому сейчас говорить, все переводить на евреев, именно на евреев, тоже не стоит. Понимаете, если мы будем кого-то там выделять и начинать его избивать, то евреи избивать, то чеченцы избивать, то украинцы и других. Вот что это получится? Значит, это ненормально. Такое поведение нормально. Где там неправы, допустим, это надо сказать. А где нету этого, с этим надо быть очень осторожным. Вот я так думаю. И не надо говорить, что вот они хотели там, евреи хотели захватить Кавказ, там хотели туда поселиться. И все это неправда. Это как раз-таки пропаганда этой хитрости, хитрости этих имперских и там других вот движений, которые находятся, скажем, в этих диктаторских режимах. Даже в арабском самом мире, посмотрите, почти половина из этих арабских стран, я так не буду сейчас говорить точно, выступают в поддержку Израиля. Другие выступают против. И, значит, здесь этот вопрос такой, который должен решать на уровне международном праве, на уровне ООН, эти великие, как скажем, государства, которые тогда создавали Израиль, так, они должны этот вопрос решать. И тогда они не могли это делать, потому что когда вопрос такой стал,
то тогда они сделали там Биробиджан, такой на востоке страны, область, сделали еврейскую область. Так что они могли, для них эту территорию Округ. Сталин тогда выделил, как бы. Но М. там ни одного еврея, по-моему, не осталось и не было там. Так Так, что евреи не стали в этом направлении ему потакать. Вот я так думаю. совершенно верно, Аят. Выслать-то и крымских татар, и ингушей, и чеченцев выслали, но так и не создали Израиль, а создали где-то в холодных местах автономный округ. Он и уже попозже называл Да-да-да. в начале область Это называл. для отмазки такое вот было, да. Да, да, что евреев Это любят. в какой-то Да. степени вот эта пропаганда идет и сейчас, так, она также идет и против чеченцев. Говорят, что мы фанатики, что чеченцы это очень жестокие люди, что им нельзя верить. Когда мы там в Казахстан нас высылали, то, оказывается, они казахам всем говорили, что вот к вам едут людоеды. Представляете? Да, Они говорили, что это люди. И вот я помню, рассказывали мои родители и родственники говорили. Вот они там говорят, что мы людоеды. И те долгое время думали, когда же мы начнем кушать людей там. Вот такая вот, знаете, пропаганда идет. И это все бессовестно, бесстыжно. Это политика такая. В общем, здесь говорить даже не надо. да, Вот совершенно такая верно. ситуация. Первое время я слышал историю, что казахи детей своих прятали, потому что чеченцы Да, едят да, да. детей, и чеченцы видели умирающие с голода, холода, чеченцы видели казахов без детей и жалели казахов, у которых нет детей. Почему у них нет детей? Не видно на улице нигде детей. Я, кстати, тоже хотел бы по поводу одного еврея рассказать, который тоже предоставил мне жилье. Для моих родственников нужна была срочная их эвакуация. Сказал: "Живите, сколько вам нужно". Предоставил жилье. И мои родственники находились какое-то время у него на квартире абсолютно Да. бесплатно и так далее. Тоже было в моей истории. Так, пойдемте дальше. Так, сейчас у нас в США, говорит Эд Мамедов, наводится порядок. Мы устали от анархии и бреда так называемых демократов, БЛМ и всякие бредовые организации. И на это было М, потрачено миллиарды. И здесь был еще один его комментарий, где он говорит, что все только начинается, Путин всего боится, и мир, даже если Путин согласится на перемирие, я думаю, у администрации Трампа есть план А, Б, С, всему свое время, говорит Эд. А, но да-да, да, да, говори, да. да, прокомментируйте Эд. Но, Эд, вашим устами да мед пить. Пусть так и будет. Да, Посмотрим. да, дай бог, дай бог. Но пока мы, как говорится, не возьмем управление узду, как говорится, лошади, которые вот они взяли, и видите, Мгм. пока там мы, люди в недоумении. Мы же видим это все. Люди умирают, гибнут, и поэтому будем надеяться, что Эд прав. Да, да, Посмотрим, может, да, может. да. Ая, вот, ситуация в России, как мы видим, такая диктаторская, такая жесткая, такая все сильнее, потихонечку, так ненавязчиво или навязчиво она устанавливает, уже установила это такой жесткий, такой тоталитарный режим, который у них был в советское время. Хотя постоянно показывают, что все хорошо, что у них какая-то там демократия и так далее. Ну вот, а, в мире есть разные, ну, за границей, за рубежом есть представители России, которые выехали из России и хотели бы что-то изменить внутри России. Но почему-то, вот я наблюдаю, которые площадки, которым предоставляются информационные, в основном либо симулякром, либо похожим очень на симулякры деятелям, но не настоящим пассионариям, настоящим патриотам. Без внутреннего желания самих россиян, в том числе оккупированных, колонизированных народов,
фактически изменения, ну, маловероятны. Да, зайти туда танками, пушками и так далее, никому это не нужно. И, в принципе, Украине это нужно, но у нее пока нет на это сил. Миру это не нужно, Америке это, по всей видимости, не нужно. Как можно решить эту проблему? Неужели это все будет вот в таком состоянии оставаться и долгие годы загнивать? Как в Афганистане это происходило, например. Хотя не было такой жесткое противостояние с Западом, хотя она и была. Ну вот, что я по этому вопросу думаю, что вот борьба между злом и добром — это вечная борьба. Да. Поэтому мы понимаем, что добро, Мгм. оно, значит, всегда должно быть выше, чем зло. Мгм. И вот в этой борьбе и куется, и, как говорится, мы становимся лучше, демократичнее, морально нравственные, и человеколюбие у нас проявляется. А то, что когда вот это зло, оно начинает вот так вот расти и чуть ли не побеждать добро, то мы начинаем здесь как бы сомневаться. Но вот такой есть предел, скажем, предел, когда добро уже дальше не может прогибаться под зло, и зло будет повержено всегда. Потому что если бы зло было бы, значит, в самом деле так вот могло иметь такую силу, чтобы победить добро, то сегодня не было бы добра, Вообще. и мы видим, что вообще не было бы никакого добра, не Мгм. было бы хороших людей, не было бы порядочных людей, не было бы умных людей. Умные, может быть, и были бы, но все равно это зло, оно все время вот вынуждено скрывать себя, под какую-то личину прятаться, говорить, что мы тоже добрые, что мы тоже хорошие. Мы, значит, ищем то-то, то-то. Вот, к примеру, возьми вот представителей, которые вот на Запад выехали, ты говоришь, вот российские там и наши там так называемые деятели, они приехали сюда и из себя изображают власть. Те изображают из себя власть России, а эти изображают из себя власть Чеченской Республики Ичкерия. Мы же видим, они садятся, даже их сегодня, вчера где-то они встречаются, вот там эта команда самозванцев, с ними встречаются депутаты Рады, и вот они там сидят, говорят, из себя мнят каких-то деятелей. На самом деле у этих людей нет никакого права об этом говорить. Это раз. Во-вторых, те люди, которые против них сидят, якобы депутаты Рады, и разговаривать с ними, они не понимают, с кем они разговаривают. Или просто они ведут себя так, потому что, ну, в какой-то момент эти люди могут быть, значит, ну, короче говоря, они не хотят этим заниматься. И не до этого. Это работа разных спецслужб в той или иной стране. А эти люди вообще ничего не стесняясь и себя выдают за это. В конечном итоге они проиграют, все равно проиграют. Да, да. Эти люди самозванцы, эти люди, которые себя наличие там не признают законность там, которая ну, принята решением того или другого народа по созданию своего государства, против этого, который выступает, а здесь их на Западе много, и среди нас, чеченцев, не то что много, но есть какие-то деятели, которые подпитываются, скорее всего, подпитываются Кремлем, и они вот эту работу всю ведут. И те тоже такие, вот такие тоже. Те хотят прийти в Россию и сесть туда, но тоже среди этих российских вот деятелей, которые, когда я вот слушаю некоторых, да, то они действительно трезво рассуждают и переживают за ситуацию. И мне кажется, некоторые из них хотят, чтобы там было все как должно быть и правильно.
но они тоже не в силах, и лидеры, которые у них там вот появляются, разные лидеры, они там превалируют, или там они мощнее финансово, экономически, или там политически. И вот у них тоже, между ними тоже идет большая вот эта, как говорится, терка, противостояние. Это тоже есть. Они даже на Западе. Вот здесь мы-то говорим, вот смотрите, вот команда вот эта, которая здесь по всей Европе крутится везде, туда-сюда есть вот этот самозванцы, Закаевцы и его остальные деятели, и другие там разные самозванцы, которые себя вначале религиозники, они хотели там создать свои религиозные государства, придя домой, как они говорили. Так как это вы создаете? Вы кто такие, чтобы это создать? Это народ создает и в рамках современного международного права. А им это непонятно. Когда им это говорили, что это нельзя так делать, они говорили, нет, это нельзя, это все свыше, это сверху, свыше, от Всевышнего идет, поэтому должно быть так. Сегодня, когда они там немножко поняли или поняли, что они начали уже быть демократами или там становиться, но свои ошибки, которые они совершали, они не признают, они, те ошибки до сих пор, не то что ошибки, свое то отсутствие, то работу, которую они провели с нашей молодежью, значит, вводя их в такое, значит, заблуждение, да, Да. они об этом ничего не говорят. А сейчас вот где-то пытаются по разным международным организациям бывать там, что-то говорить и себя выставлять за, скажем, представителей власти. Дело в том, что пока что на Западе, в западных странах еще нет четкой, ясной определенности по поводу нашего государства. Так? Хотя мы все это сделали в рамках международного права, это признала и ОБСЕ, это признала и Грузия, это признала и Украина, и дальше этот процесс пойдет. Но они не понимают, что не с ними будет этот разговор идти. Они-то кто здесь себе выставляет себя. Такая же ситуация и вот с этими людьми, которые прибыли здесь на Запад, российские. Но среди них есть разного рода деятели, бизнесмены, миллиардеры некоторые, которые тоже вот это все крутят, и тоже они вели себя таким образом в самом начале. Потом они начали немного трансформироваться, изменяться, какие-то некоторые вопросы поднимать иначе, так? Но они свои ошибки до сих пор не признают. Они на тех же позициях стоят, как и наши отступники. Вот это вся команда, это одна. Их можно в одну кучу как бы собрать, чтобы они всем этим занимались. Но победа для них не будет. Они ошибаются сильно. Так я думаю. Спасибо, Аят Баркал. Здесь комментарий, я прочитаю сюда от Эда. Аслан, мой дедушка, нам завещал: всегда помогай чеченцам, даже если они тебе не нравятся. Вам за них никогда не будет стыдно. Я следую заповедям своего дедушки, говорит Эд. Эд это тот еврей, который дал жилье, квартиру предоставил для моих родственников. А я не стал называть Я его понял, имени, понял. не стал называть его имени, но выдал его я все-таки. Уважаемый Аят, говорит Эд, продолжая его комментарий, мед мы будем пить в свободном независимом городе Джахаре, если вы меня пригласите. Я с большим удовольствием приеду, говорит. Мы И надеемся. Мы надеемся, что мы доживем до этого времени. Это вы будете у нас, мы у вас, и все, значит, пойдет. Главное, чтобы все было выстроено в правильном направлении. А не да. где-то да, в правильном настроении, если все будет выстроено в мире и даже в любой стране, тогда все это возможно будет. И я надеюсь на это. Да, я Спасибо. тоже. Мгм. Так, Халиуллин Шамиль. Не имеет права Трамп пока бомбить Пу и Украину. Украина уже выдыхается. Поэтому Дональд переводит стрелки на себя, чтобы быть хозяином положения. А как иначе? Нужно сначала Пу осудить. А так нет полномочий, говорит. Нужно осудить этот режим и полностью заблокировать во всех смыслах. Во время суда суд должен прерываться любой эфир, и была трансляция зверства Гибни и других, чтобы все видели и стыдились, понимая свою вину.
говорит Шамиль. Аят, как вы считаете, то, что вот сейчас Путин заявляет, украинские войска окружены, нужно сдаваться там и так далее, одновременно с этим Зеленский говорит, что это не так. Как вы считаете, что сейчас там происходит? Это блеф Я Путина? считаю, я считаю так, что захват этой территории российской, так, а, украинскими войсками, как Мгм. сказал Зеленский, они выполнили свою задачу, Мгм. фактически выполнили. Да, И теперь, когда они взяли с Восточного фронта, перебросили все свои силы сюда, чтобы их там вытравить, да, это не значит, они могут в другом месте проскользнуть и снова там же стать. Так что пускай Путин там не заигрывает. Конечно, такая вот ситуация, что э, Путин пытается изобразить какую-то там силу в этот переговорный период, вот период, ну скажем, вот этого мирного, значит, 30 дней, он хочет иметь козыря, поэтому он там он пытается ударить, поэтому да, приезжал, поэтому он там наводил какие-то порядки. Ну, что ж они там 2-3 дня хотели сделать, и вот 3-4 год пошел уже, правильно? Так, у да. нас тоже они за 2 дня, за 2 часа хотели, да, 91-го там, а до 2007, 8, 9 года у нас открытое сопротивление шло, и мы четырежды изгоняли этого противника со своей стороны. Но у Да. нас ресурс не хватил, экономический, и военный, и остальной мир нам совершенно не помогал. Так что в мире вот эта вот справедливость, вот эта вот необходимость решения вопроса, а это очень важный вопрос. И очень важно, чтобы само население, сами люди понимали, что происходит. А происходит то, что люди должны понимать, если вдруг друг за друга не будут держаться, так, и где-то будут сдавать свои позиции, потом сами тоже могут пострадать. Поэтому люди вот понимают, наши люди понимают, что происходит. Но у нас, вот как и в Украине, много там разных провокаторов. И эти провокаторы вот эту работу свою выполняют, и люди так в замешательстве. Видите, вот как сейчас вот Трамп что-то там делает, и непонятно, что он делает, что он хочет сделать, непонятно. Ну, не то, что непонятно, допустим, нам понятно, что он что-то там говорит, я сделаю, я там заставлю его, но мы все же ждем, что он сделает, что он заставит. Пока что ничего не видно, пока что, как говорится, не прокурекал и петух даже, ничего не сказал, все там, все, что говорит Трамп, он сбрасывает как с гуся вода. Все, что не говорит Трамп, он сбрасывает, и все. Вот такая ситуация. Мгм. Так что здесь вот так вот, говори, не говори, вот такое положение, Аслан. Спасибо, Аят, спасибо. Не понимаю, говорит Петрушенко, не Да. понимаю, как самый свободолюбивый народ оказался под властью недоумка Кадырова. Не, вы понимаете, я очень прямо понимаю, что здесь понимать. Россия захватила территорию Чеченской Республики, вооруженные силы наши были настолько ослаблены, весь мир был против нас, российский народ как бы оболваненный тоже был против нас, думая, что мы бандиты, террористы, исламские фундаменталисты. Америка, значит, давала миллиарды тогда Кредиты. при Клинтоне денег и говорила там, решите этот вопрос малой кровью, и нас день и ночь бомбили, убивали, знаете. И вот в этой ситуации российские войска, они были выведены из Украины, то есть они были выведены из Западной Германии, со всех вот этих восточных стран тогда, да. Эти все войска были, собственно, поближе к Кавказу переведены, и они там делали вот этот поход на нас. И мы вынуждены были уже, когда у нас кончился людской ресурс, экономический ресурс, военный потенциал, и никто нам не помогал. А если кто и помогал, их начинали бить, русские там, у них нефть, газ, все продавали,
они были, как говорится, на высоте. Сейчас это они не... А тогда-то вообще, представьте, то время. И мы не могли ничего сделать, и поэтому они там посадили своего человека. Они не под, они не под Кадыровым, они под, мы всегда не, они не под Кадыровым, это все разговоры. Они под Москвой, они под Путиным. Так что не надо путать Кадырова. Кадыров – это марионетка, которую туда посадил Путин. Кадыров выполняет свою роль, которую ему задали. Вы видите это. Поэтому чеченский народ сейчас находится в такой ситуации, но мы знаем, что и сам Кадыров тоже есть заложник этой системы, как и его отец, которую я знал хорошо, и который думал, что он благие дела сделает, так, а на самом деле он тоже стал обманут и убит, и тоже той же России. Теперь, сегодня в такой ситуации находится и его сын, который также не понимает до конца, собственно говоря, ему ничего он не может сделать, он пытается из этой ситуации выйти, но от этого страдает именно чеченский народ. И это делается для того, чтобы сказать, что это Кадыров делает. Кадыров это не смог бы сделать, если бы там не стояла армия российская и власть российская. Вот в чем дело. Спасибо. Вот поймите, что это такое. Вы-то там, если в России живете, вы тоже под Путиным. Посмотрите, Нет, попробуйте он, по-моему, шаг туда-сюда украинец. сделать. А? Это, по-моему, Украинец? пишет украинец, либо Украинец, поляк. да? Ну, Да, для может, поляк. украинца тоже вот, ну, если в России живут, по всей России а там самый жесткий режим, собственно говоря. Самый Да. жесткий режим. Вот Мы такая больше всего ситуация. сопротивляемся, да. Да. Я думаю, все к этому идет, говорит Эд, по поводу выстраивания. Я верю и надеюсь, что все будет выстроено правильно, Ичкерия будет независимая, и мы будем пить чай с медом в Джахаре. Дай бог, Эд, дай бог. Дай бог, да. Ну, так, Фаиза говорит, ну не знаю, говорит, это Курская операция полностью проект Кремля от начала до конца. И вот результат стояния в Курске возле пятерочки, говорит Фаиза. Как вы считаете, Аят, это была совместная украинско-российская операция, захват Курска, Нет. освобождение? Почему это как раз-таки басни Кремля, когда они это говорят, что мы сами запланировали это, Да, и да. вместе с Зеленским, то есть мы едины все, и Зеленский, мы на одной платформе стоим. Вот что хочет этим самым сказать Путин, когда вот эта пропаганда идет. Нет, Нас никаких запутать этого они там не хотят, да? могло быть. Да, да, да. Ага. Что вот Фаиза и другие так начинают. Это пропаганда русских. Мгм. Это пропаганда Кремля. Это они говорят так. Это не Ещё может быть так. Не может быть. Еще точно по такому же лекалу была информация, забрасывалась информация о том, что массовые удары по Москве, Московской области и по другим областям, которые недавно были произведены, там 343 было удара нанесено за один день дронами, и начали распускать слухи, и многие начали подхватывать это, что это русские сами ударили, ФСБ и ГРУ сами по себе нанесли удар, а это не типа не Зеленский, не Украина и так далее. Это они любят, когда им пропускают удар, как будто это мы сами это сделали. Как бы. Мы Все под контролем. поддались. Мы Да, да, поддались. да, да, да. Чтобы мы вам устроили, как они называют, что это было учение. Как вот в каком они раньше делали, помнишь? Учение. Мгм. Да, да. Да, если бы они хотели бы, мы бы за 2 часа взяли бы просто там Да-да, договоренность с Дудаевым, мы его просто не хотим да-да, побеждать. договоренности у них были. Да, да. Никаких договоренностей в этом плане у них не было. Это была вот просто вот их провокация. А вот они там везде и всюду мы видим, там выступают эти люди,
которые раньше совершили преступления против наших народов, против чеченского народа, против российского народа, совершивших преступления, сейчас там то ли на, скажем, свободе, то ли в «Голос Америки», где выступают, им дают слова. Они там тогда действовали, теперь здесь действуют. И, конечно, люди начинают думать, что ж такое. А это просто вот такой момент, что люди не знают этих вот деятелей и не хотят. Если просто им нужно на телевидении обычно или там радио, или в газете, они приглашают людей, чтобы они что-то рассказали. Вот он, допустим, вот взяли там из наших людей, так, которые есть. Они совершенно не в курсе дела, или они все время были против нашего государства, они теперь себя выставляют, что они наши сторонники, и они им дают слово, везде их выставляют. Поэтому в этом деле надо разбираться, я хочу сказать. Мгм. И, конечно, разберутся в конечном итоге потом. Да. Гиркин задает, ой, Гиркин говорит, Эд задает вопрос. В СМИ прошла информация, что террорист Гиркин повесился. Что ты думаешь и что скажешь про этому поводу, Аят? Аят, скажите, вы что Я думаю, что надо его оживить, чтобы еще раз повесился. Да, вполне возможно, Аят, что этот человек, он очень похож по фотороботу на человека, который был А, причастен ко взрывам домов 99-го году, которые мешки да-да. гексогеном заносили в подвал в Рязани. И потом он же также, он тогда поджег фитиль войны против Чеченской Республики Ичкерия. Да-да, да, И да. потом он сам говорил, что он поджег фитиль войны против уже Украины. Это может быть такой профессиональный провокатор, которого либо реально убили, либо скрыли, поменяли внешность, и пластическая операция, и посадили его очень странно. Столько болтал, не сажали, а потом раз, закрыли, и никакого волнения, никаких сподвижников, никто не стал заступаться. Сидел себе тихо, мирно, и теперь якобы повесился. Вполне. Но они его взяли, лишили памяти. Есть такое же, что память полностью отшибла, он другой человек. И живет себе. Да, и Может поменяли быть. лицо, операцию сделали. Да-да-да. Но Вполне это, возможно. наверное, они и не делают, но кому хотят, они могут это сделать. А это может быть избавлением? Вот Эд говорит, что я думаю по поводу Гиркина избавляются от свидетеля. Возможно, что зачищают хвосты, Ну, почищают. конечно, конечно, конечно. Конечно, может быть, здесь нет свидетеля. Собственно, может быть, это как один из таких планомерных ходов, может быть. Но сейчас вопрос состоит, главный вопрос с Украиной, что будет теперь отвечать. Вот все же Трамп вот вывел вопрос, давай, дорогой, что ты будешь отвечать. А тот Мгм. сейчас не знает, юлит. Знаете, как попался уж или змея, не знает, как вырваться. Вот так он юлит. Нюансы есть и все такое. Ясно, Посмотрим. ясно. Так, друзья, напоминаю вам, у нас стрим с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, ближайшим соратником Джохара Дудаева, человеком, который стоял у истоков нашего государства вместе с Джохаром и другими людьми. Аят, по поводу Китая. Китай занял какую-то выжидательную позицию. Вроде бы помогает, вроде бы России, вроде бы Северная Корея позволила вести войска. Некоторые даже утверждают, что под видом северных корейцев там есть и китайские военнослужащие, офицеры там и так далее. Но сейчас почему-то он молчит, Китай. Уж как вы думаете, что за позиция у него и вообще как он может себя проявить в этой части? Он может как-то... А, Ну вот Да. здесь же мы видим, что Китай действует тихо, спокойно и решает глобальные проекты. Для него Мгм. глобальный проект. Вот он сейчас смотрит, если Трамп, как они говорят, сможет оттянуть от себя, от Китая, вот дружбу между Китаем и Россией, и Россию на себя оттянуть сможет Трамп, к примеру. Мгм.
А Запад, скажем, западные страны пытаются, значит, в разнобой идут с Трампом, не согласны. Так Китай говорит: давайте дружить с нами, мы хорошие, мы так не будем делать. Больше Америке доверять нельзя. А мы вот давайте мы свои слова бережем и твердо будем стоять на всех этих делах. Нам война не нужна, мы экономическое процветание, давайте вместе. Их даже представитель, который здесь есть в Европе, он там выступал с этим заявлением и предлагал, если вот будет такой ход в Мгм. отношении, скажем, что Трамп сможет или Путин, значит, они объединятся, то тогда, и он же, этот Трамп, и против Китая же там затевает что-то, так? Потому Мгм. что он хочет оторвать от нее И Россию, как Ирана. будто. Мгм. Да. Если это так, то, значит, он говорит Европе: давайте мы вместе будем. Мы считаем, что вот такой ситуации нельзя доверять. И Иран говорит, что нельзя доверять Америке, мы с ним не будем разговаривать. Вернее, они говорят, не будем разговаривать с Трампом. Ну, в общем, вот такая ситуация. И Китай такую вот, пытается решить свой вопрос на глобальном уровне. Не ввязываясь ни в этот, скажем, Тайвань. Он даже про Тайвань говорит, что это вопрос истории, это все равно китайский народ там живет, здесь нет никакого разговора, для нас нет желания захватить этот остров, так? Что это Мгм. наши люди. А вот давайте мы с вами там, ну, они имеют в виду, наверное, европейские все страны и другие страны Южной Америки. То есть вот он такую вот политику пытается провести, Китай. Мгм. То есть он действует на глобальном уровне. Вот у него такой ход. Он даже не опускается на этот уровень и нигде не говорит, что мы нигде не говорили. Он как бы нигде не поддерживал. Он даже в какой-то момент начал поддерживать линию Украины, говорил, что мы за сохранение, значит, единства, и там соблюдать надо международное право, нельзя это делать. Они заявляли. Так что Мгм. здесь такое, у него ходы такие, как говорится, не на столе, а выше стола даже. Все страны мира собираются в семерке, на столе обсуждают, вокруг стола. А Китай еще выше берет планку и сверху наблюдает, где что, куда движется, и туда пытается вот так, по крайней мере, мне кажется. Так. Вот такая ситуация с Китаем. Мгм. Баркалаят. Тут, я думаю, этого ждет и Лугового, и Ковтуна, говорит Эд, по поводу судьбы Гиркина и многих других. Не ждите, вы знаете, куда обращаться, говорит Эд. Эд, я могу тебе только напомнить, что Ковтуна уже нет. Ковтун уже умер в больнице, в московской больнице. Он уже умер. Ему уже ничего не грозит. Так, остальных, да, правильно все. Обращайтесь в соответствующие органы для того, чтобы, если хотите сохранить себе жизнь и остаться неповешенными, как, вероятно, повешенный Гиркин. Европейские историки заявляют, что образование нации началось в XVIII веке, а я знаю, что чеченцы осознавали себя нацией намного раньше. Что вы думаете об этом? Говорит вам Петрушенко. Ну, образование нации начинается, вот американская нация, когда она стала? Где-то 250 лет 250 назад. лет назад, да? Да. Русские когда начали? Тоже где-то 250 лет, 200 так? лет. Ага. Ну, Ну, 200 пускай. 250. Они себя там ассоциируют с нацией, так? А чеченцы, известно, они жили много тысяч лет назад. И жили на Кавказе более 4000 лет, аборигены Кавказа. А до этого еще там территория Междуречия и другие там территории. Это один из древнейших народов, который имеет язык, который, на котором шифровывается
да, глинописи, которые есть сегодня, не могут расшифровываться. Об этом известно. Поэтому нации могут формироваться, потом разрушаться. Есть много наций, мы знаем, на Кавказе даже, которые были такие древние. Их империя вообще уничтожила. Они оказались разбитыми и исчезнувшими. Вот, например, я знаю Убыхи. Вот их представитель, помню, к нам приезжал один их представитель, и он в нашем парламенте все время сидел и записывал, что мы как там, как проводили заседания, и рассказывал нам про свои ситуации, что их народ так уничтожен, убит именно этой Россией. И в то же время на Северном Кавказе они тоже ведут вот эту политику сейчас. Ну и ситуация не лучшим образом сейчас развивается. И на Северном Кавказе ситуация тоже направлена от империи против этих народов. Эти народы сегодня бросают на войну против Украины. Не только эти, так, Кавказ, но они и все народы другие, которые есть по всей России, в первую очередь. Их бросают как пушечное мясо, ну и своих там бросает. В общем, они таким образом пытаются решить две задачи, чтобы уничтожить эти народы, чтобы они исчезли с этих территорий, с одной стороны, а с другой стороны, за счет них решить проблему расширения своих территорий. Это извечная такая политика империи российской, особенно. В общем, вот такая программа у России. И нам, вот, народам, которые являются, ну, скажем, малочисленно они называют так, которые есть не только, которые в составе России сегодня, не только те, которые оккупированы, но и те, которые вокруг находятся, да. Сегодня вот мы знаем, вот и Средняя Азия, Закавказье, ну и другие, и другие. Но Россия просто не считается с ними совершенно, не считается. Они могут, для них это ничто. Они садятся, вот сидит там какой-то там Иванов, Петров и рассказывает и про Казахстан, и про Чечению, про Грузию, все что угодно говорят, и вот так вот сидят и все, не стесняясь. Вот, а кто это делает вид, что это не слышит, кто это делает, да, то они здесь потом какое-то время, значит, если оправятся, будут смотреть, что случилось. Так вот, сейчас этот процесс идет, он шел всегда и идет. Почему, вот, допустим, народы встают и против? Почему, допустим, чеченский народ, понимая, выступил против этой империи, когда она вторглась на нашу территорию? На законно созданное государство чеченского народа в рамках современного международного права. Поэтому чеченский народ стоит на позициях современного международного права, и никакие другие там, скажем, поползновения или какие-то другие идеи, они не могут быть взяты за основу, потому что они против воли нашего народа, потому что они против современного международного права. Вот этой позиции мы должны придерживаться все. Я думаю, наши чеченцы, граждане нашей республики, так, в том числе и другие народы тоже должны к этому стремиться. И тогда мы сможем потом в какой-то степени, значит, объединиться для того, чтобы обеспечить безопасность своего существования. Вот в чем вопрос. Империя не дает это безопасность существования нашего государства, наших народов. Наоборот, она пытается их растлить, уничтожить, сослать. Это их такая политика имперская. Да. Да. Спасибо, Аят. Мгм. Так, здесь в ТикТок был человек с ником Дэштег, что переводится «образованный человек». Так. Мизрахай, и передаю тебе большой салам алейкум. И Дмитро Коваль сегодня в Украине, День добровольца, слава захисникам Батьковщины, слава Украине, героям слава и добрый вечер, Дмитро. Да. А,
Аят, говорит Эд, я думаю, если наше руководство не поставит фашистскую Российскую Федерацию на место, суд, как мы будем выглядеть и что многие смогут себе позволить. Вопрос решается про фашистскую Российскую Федерацию, и Трамп получит Нобелевскую премию. Как вы думаете, Аят, Я возможно? за, я за то, Эд, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию. Две. Одну пока. Но за это две можно, Аят, если суд над Путиным, над ФСБ будет, две можно. Ну, От это нас там можно. посмотрим. Да, Но я от своей правозащитной организации тогда дам одну. да, рекомендацию дашь, да. Да. Машвоэль Аят Аслан говорит, ночи, Машвоэль ночи, Машвоэль или хохчи. Мгм. Так эти российские, да, так. Что? Так, это не другое здесь. Так эти рашистские пропагандисты прямо говорят на камеры, что они не остановятся в Украине. По поводу вот этого наступления фашистской России. Украина, сомневаюсь, что падет, но если падет, остановятся русские или нет? Ну, они говорят, они это говорят, знаешь, для чего? Для того, чтобы сказать, что мы уже Украину взяли и идем дальше. Да, да, Вот же они хотят сказать, напугать хотят. А да, мы и без вас знаем, что вы не вы, который это говорит, так? да, А что имперская власть и дальше будет пытаться идти. да, Но здесь дело не пойдет, не пройдет, потому что эта чума не должна победить. Чума не должна победить. Вот что я думаю. да, Чума Алмула, будет остановлена, да. да, Алмула. Так, я за то, чтобы мы пили чай с медом, Джахари говорит. Джахари Гале Эдмамедов. Ну, все за, Да, все за, да, да. все за. Ночи хасхит боя, но изам идом. Так, валейк салам, юзер, всех, друзья, я вас приветствую. Если есть вопросы, друзья, задавайте, мы уже более 1,5 часа в эфире, и я думаю, если больше нет вопросов, мы можем заканчивать потихонечку. Амин, юзер, амин, масера бойлой дала это. Ночи, восстанавливаю справедливость, Нимщу. Вот Дмитрий Коваль говорит, они хотят изменить миропорядок во всем мире, а для этого им нужно развалить НАТО. Так, вы согласны с этим утверждением? Аяд? Я не Русские... думаю, что это просто как возможный вариант. Вот так вот, да? Они НАТО хотели бы. развалить, да, да. Да. Развалить НАТО и остаться в одиночку сама Америка не захочет тоже. Что ей одной оставаться, да? Тогда НАТО это туда же входят и страны, многие страны мира, тогда, значит, развалить и международное ООН, там, ОБСЕ, и все это такое, как бы переформатировано все произойдет. Тогда здесь уже будут новые какие-то правила. Но я думаю, что это просто попытка, значит, сказать, что вот предупредить Трампа и других или себя, что вот такая ситуация может случиться. Как один из возможных вариантов. А время покажет. Вот, даже, думаю, ближайшее время покажет, в какое направление будет, как говорится, движение нашего судна, то есть которое в этом мире должно сохраниться. Вот. Я думаю, куда показывает нос нашего корабля, куда движется он, в обратную сторону или все вперед и в будущее. Я Да. так думаю. Совершенно верно. Америка всегда была сильна именно своими союзниками, с Да, конечно, конечно. умением быть лидером среди союзников, среди своих союзников. Да, совершенно верно. Пегер, да, я сделаю Давай, Друзья, давай. спасибо, что принимали участие. Спасибо, Аят.
огромное спасибо, было очень интересно. И во вторник на чеченском языке и на русско-чеченском, на русском и чеченском, или на чеченском и русском. Ждем вас снова тоже в 19 часов по центральноевропейскому времени и 21:00 по городу Джохару. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо всем. Адикер Машойль. Аят Адикер. Спасибо всем. Спасибо. До свидания. До свидания.